Здравствуйте, дорогие друзья! В двух прошлых выпусках я рассказывала вам о швейцарских и немецких часах, которые хранятся в Мордовском краеведческом музее. Сегодня поговорим о французских. Их в музейной коллекции насчитывается 4. Первые часы, выполненные из белого мрамора, были изготовлены в середине XIX века мастером по имени Чарльз Бароме де Липайн. Его часовая мастерская находилась на севере Франции, в местечке Сен-Николя-де-Лермон. Сейчас Сен-Николя-де-Лермон – это французская коммуна, одна из ярких достопримечательностей которой является музей часового дела. Данные часы поступили в музей в 1960 году из бывшей дворянской усадьбы, которая находилась в селе Свищево, ныне Пензенской области. Следующие часы были изготовлены фирмой Vincenti & Company в 1850-1870-х годах. Эта фирма начала свою историю в 1823 году, когда Жан Винсенти основал в коммуне Монбельяр часовую фабрику. Однако уже в 1828 году компания обанкротилась, и ее акции были куплены Альбертом Ру. Это спасло Винсенти, и фирма продолжила выпуск часов, а также совершенствование своего производства. В 1850-х годах Vincenti & Company являлись одним из самых массовых производителей механизмов для французского рынка. Они изготавливали до 40 тысяч механизмов в год. Основатель компании Жан Винсенти умер в 1833 году, и компанию возглавил Альберт Ру, спасший ее ранее от разорения. Вплоть до 1870-х годов, несмотря на смену владельца, часы продолжали выпускаться под прежним торговым названием. А вот следующие часы можно назвать французскими только по ошибке. Они были изготовлены на фабрике Лейбыша Ваховича Хмелевского в городе Лоуц, царство Польское. Часы этой фабрики были недорогими, популярными и в основном продавались в центральных губерниях России. Но обратите внимание на надпись на циферблате «Leroy et Paris» переводится как «Король Парижа». Эта надпись не имеет никакого отношения к Франции и к знаменитой французской фирме, существовавшей с конца XVIII века. В начале XX века это был торговый знак, который ставили на свою продукцию некоторые часовые компании, в основном немецкие. Данный маркетинговый ход использовался для привлечения покупателей. Часы с данной маркировкой были недорогими и доступными по цене для широких слоев населения. Следующие часы были изготовлены в начале XX века фирмой Samuel Marty & Company. Это была одна из крупнейших французских фабрик-производителей часов и механизмов. Они делали как часы в сборе, так и только механизмы, которые продавались различным бронзолитейным и мебельным конторам, которые уже производили финальный продукт. Компания была основана в Монбельяре в 1832 году Самуэлем Марти и двумя деловыми партнерами по фамилии Буайо и Мозер. С 1841 года единственным владельцем был Самуэль Марти. Компания завоевала медали на различных выставках: бронзовую медаль в 1860 году, серебряную в 1889 году, золотую в 1900 году. Память об известном часовщике и его потомках, которые продолжали дело своего отца, чтят во Франции до настоящего времени. Одна из улиц Монбельяра названа в честь Самуэля Марти. Часы, выполненные Самуэлем Марти, дошли до нас не полностью. Согласно изначальной задумке, это был триптих, где часы дополнялись двумя подсвечниками. И последние часы являются одними из самых красивых в музейной коллекции. Они были изготовлены во Франции компанией братьев Райнго в 1830-1860-х годах. Эта парижская часовая компания была очень успешной и кроме часов занималась изготовлением разных предметов интерьера, включая погребальные урны. Продукция этой компании сейчас не только выставлена в ведущих аукционных домах и частных коллекциях, но и украшает музеи Парижа, Милана, а также резиденцию британских монархов в городе Виндзоре. Часы выполнены в стиле Второй империи или стиле Наполеона III. Данный стиль бытовал во Франции в 1850-1870-х годах, и основной упор его делался
на внешней презентабельности, граничащей с вычурностью. Прекрасные часы, изготовленные братьями Райнга, находятся в постоянной экспозиции Краеведческого музея и украшают каминную полку. С ними может познакомиться каждый из посетителей нашего музея. Приглашаем вас в Краеведческий музей и до новых встреч!